В Костанае вот уже третий год не могут закончить ремонт в детской областной больнице. Маленькие пациенты все это время ютятся в отделениях, разбросанных по городу. Все из-за судебных процессов между больницей и строительной фирмой. Какая судьба ждет детскую областную больницу, узнавала Нина Шаппо. Это бывший ковидный госпиталь в Костанае. Сейчас здесь лечат детей. В это здание переехало несколько отделений детской областной больницы. Ранее все они ютились в других медучреждениях из-за затянувшегося ремонта. Сдать объект должны были еще в январе 2021 года, но по сей день больница на замке. Из-за взаимных претензий главврач и подрядчик стали судиться. Но осенью прошлого года расторжение договора с компанией суд признал незаконным. Потом сняли с должности главврача, пришел новый руководитель, и вот новый поворот в этой затянувшейся истории. Мы открыты. Мы с первого дня им говорим: давайте, ребят, давайте будем вместе работать, нам надо закончить этот ремонт. Коллектив весь устал, хочет переехать, да? Но до сих пор никаких положительных сдвигов мы не видим от подрядчика. В связи с чем мною было принято решение о прекращении капитального ремонта. Теперь отношения с прежней стройкомпанией больница разрывает и будет вновь разыгрывать тендер на завершение, но уже не капитального, а текущего ремонта. По словам руководства медучреждения, чтобы провести корректировку проекта, им была необходима исполнительная документация, но ее подрядчик до сих пор не предоставил. Возникли и финансовые вопросы. Вершина занялась тем, что начала вымогать у нас деньги, натурально вымогать деньги без законных на то оснований. Нами было установлено, что эти суммы, которые они указали в своем иске, нами уже были проплачены, но по другим коэффициентам. Подрядчик же пояснил, что 90% проекта было изменено самим же заказчиком в ходе работы. Из-за этого возникли проблемы. Вместо капитального ремонта, по его словам, приходилось делать едва ли не реконструкцию. Они провели демонтаж почти на 100 миллионов тенге, хотя в проекте этого не было предусмотрено. И им за это не оплатили. И все дело, по словам представителей строительной компании, в долговой яме медучреждения. На 2022 год у них кредиторская задолженность составляет 352 миллиона тенге. По последним данным на сегодняшний день эта кредиторская задолженность составляет свыше 600 миллионов тенге. У них денег не только нет, чтобы закончить, у них денег на бинты нет. Компания обратилась в антикоррупционную службу. Со своей стороны больница тоже считает, что в этом должны разбираться правоохранительные органы. Если все сложится так, как задумали в больнице, с новым подрядчиком ремонт удастся завершить этим летом. Нина Шаппо, Елена Досова, Информбюро, Костанай.